Всем привет, друзья! Утро понедельника встречаю с вами я, Валерия Буваева. Предлагаю начать эту неделю с ободряющей зарядки, ведь наши фитнес-тренеры лучше всех знают, как правильно пробудить свой организм перед предстоящей рабочей неделей. Смотрим, повторяем и просыпаемся вместе с нами. Доброе утро, Калмыкия! Меня зовут Кермен, я инструктор Порт-де-Бра. Сегодня я покажу тренировку с лентами. Это дополнительное оборудование Порт-де-Бра. Лента эластичная, она придает нам рельеф и силу. Как я говорила, в Порт-де-Бра есть дополнительное оборудование. Сейчас это у нас лента эластичная. Хорошо, становимся. В правой руке у нас лента. Начинаем наклон влево. Сгибается левое колено. И натяжение в правой руке. Вправо наклон. Повторяем. Последний раз. Хорошо, остаемся в центре. Руки на себя. Раскрываем грудь. Еще раз. Добавим колени. Раскрываем грудь. Вдох. Колени. Выдох. Вдох. Выдох. В левую сторону. Открываем. В правую выдыхаем. Центр. Выдох. И повторим наклоны. В центре. Мы закончили тренировку. Всем хорошего дня. Любите спорт, любите себя, наслаждайтесь жизнью, живите здесь и сейчас. На календаре 2 августа именно сегодня отмечается День воздушно-десантных войск. Воздушно-десантные войска, крылатая пехота, голубые береты. Какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу «никто, кроме нас». И сегодня более миллиона россиян, носивших в свое время голубые береты, а также проходивших службу в воздушно-десантных войсках, в настоящее время отметят свой праздник День ВДВ. У нас сегодня в гостях Ачир Халгаев, председатель Калмыцкой общественной организации «Союз десантников Калмыкии». Доброе утро, Ачир. Доброе утро. Ачир, расскажите о себе, о том, как вы попали в воздушно-десантные войска и чем вам запомнилась служба. Родился в Калмыкии, в поселке Яшкуль, как и все мои друзья, однополчане, ровесники. Учился в школе, в училище. И все мы готовились в свое время в подростковом возрасте к армии, так как рассказы старших наших товарищей, там, отцов, дядек, все сводилось к тому, что каждый мужчина должен служить в армии. Соответственно, я хотел попасть, конечно, в десантные войска. Все фильмы в зоне особого внимания, ответный ход, все вот эти советские фильмы про десантные войска оставили свой вклад. Фильмы про разведчиков. И к 18 годам уже, когда проходили военкомат, обязательно военно-учебная комиссия, была присвоена категория годности А1, то есть годник службы ВДВ. И 18 лет, как и все мои сверстники, был призван в ряды вооруженных сил, попал в 22-ю отдельную бригаду спецназначения. Так началась моя служба в десантных войсках.
А уже в самой части уже получилось так, что я учился в 6-м училище, полгода не доучился, исполнилось 18 лет в декабре, а решил уйти сразу со своими ровесниками в армию, так как к тому времени очень хотелось быстрее попасть в армию, служить, прыгнуть с парашютом, испытать всю ту романтику, которую видели в кинофильмах. Ну, так оно и вышло. А помните свой первый прыжок? Какие у вас были эмоции? Ну, первый прыжок, да, все помнят. Скажу так, что тех, кто этого не боится, я не видел. Наверное, бесстрашных десантников, которые прыгают первый раз, наверное, нет. Потому что вроде все улыбаются, все делают вид, но на самом деле очень страшно. Это впервые, это неизведанно. Тем более, когда начинает выть сирена. Воет сирена, мы готовимся к прыжку, выстраиваемся, по очереди друг за другом начинаем десантироваться с вертолета либо самолета. Конечно, скажем так, это очень страшно. Первый раз это и непонятно, и страшно, но более страшно, я бы сказал, второй, третий раз, когда ты уже знаешь, что это и как это. А первый прыжок, я думаю, помнит каждый десантник. Почему? Потому что это уже навсегда остается в памяти каждого десантника. Сколько в среднем прыжков совершает солдат, проходящий срочную службу? Ну, мы служили 2 года. Допустим, как если мы говорим о воздушно-десантных войсках, то это род войск, парашютно-десантные роты, десантно-штурмовые роты. Они совершают прыжки, совершали по 4 раза в год, практически зимой, весной, летом, осенью, по 10-15 прыжков каждый раз в течение всей службы. На сегодняшний момент, во время года службы, наверное, ну или, скажем, у нас в спецвойсках мы прыгали 1, максимум 2 раза в год. Программа была 6-12 прыжков. То есть уже в зависимости от подразделения в войсках распределяется количество прыжков. Ачир, вы как председатель Союза десантников Калмыкии, расскажите, бывают ли мероприятия, приуроченные к этому дню? Да, конечно. Вкратце напомню о создании Союза десантников Калмыкии. Это 2009 год, когда я впервые поставил аппаратуру на День ВДВ. Пригласил группу легата, Геляну Нджалова с Молодой гвардии, поставили, пригласил своих студентов. В тот момент я работал в колледже преподавателем, чтобы они посмотрели, что такое День ВДВ, как отмечают воины-десантники. И в преддверии 80-летия, так как в 2010 году выполнилось 8 лет ВДВ, крупная дата, озвучила ребятам: давайте организуемся, подадим организацию, проведем праздник по-настоящему. Не так, как стихийно это было каждый год. Каждый в удобное время подходил, собирались, где-то кто-то, ну, каждый со своими однополчанами. То с 2010 года мы это все упорядочили. Сегодня уже традиционно в этот день утром есть место сбора. Ребята приходят, все, кто свободен, все, кто находится в республике, кто либо это выходной день. Собираемся, возлагаем цветы к памятникам. Это Басан Бадминович Гордовиков, это Вечный огонь. Далее мы делаем автопробег по городу Элиста, по памятнику ветеранам локальных войн на территории кинотеатра «Октябрь», парк Победы. Это танк в первом микроне. Возвращаемся. Далее, ну, сейчас идет период пандемии, мы ни в прошлом, ни в этом году ничего не проводим. А так у нас каждый год различная программа. Почему? Потому что за эти, скажем, 12 лет общественной деятельности Союзом десантников открыто несколько клубов военно-патриотических. И сегодня все мероприятия направлены на то, чтобы именно передать тот боевой дух, воспитать в детях любовь к родине и, конечно, лучше показать своим примером. В День ВДВ они приглашены на мероприятия, общаются с ветеранами, десантниками, со старшим поколением, так как для нас День ВДВ — это прежде всего встреча. Встреча друзей, встреча однополчан. Мы можем в течение года не видеться. В современном мире
кто-то находится в листе, кто-то на точке, кто-то находится в Москве, на севере, за границей. Но все понимают, что в день ВДВ можно увидеться, можно встретиться с друзьями. Как мы проводим? Мы однополчанами после официальных мероприятий. Каждый едет, скажем, у каждого есть свое место, там кто-то во дворе. Вспоминаем своих друзей, своих погибших товарищей, так как мне пришлось служить в тот период, когда шли боевые действия на Кавказе. Я сам являюсь их участником. Расскажите подробнее о Союзе десантников Калмыкии. Союз десантников, как я сказал, Союз десантников Калмыкии, сегодня, скажем, последние 9 лет у нас идет упор на военно-патриотическое воспитание. То есть наш первый клуб в 2012 году это клуб «Юный десантник». Он был сделан на базе спецподразделения «Гром», в тот момент наркоконтроля. Сегодня это уже МВД, да? На базе клуба была реанимирована Федерация рукопашного боя. Уже под федерацией были открыты ВСПК «Морпех», «Комбат», «Разведчик», «Беркут». Это с 4, 5, 6 лет дети, мальчики, девочки, которые занимаются рукопашным боем. Ну, если говорить о достижениях, то первые выпускники клуба «Юный десантник» уже закончили воздушно-десантное училище Рязанское, так как мы выбрали направление готовить именно тех ребят, кто придет в клуб с целью в дальнейшем связать свою службу либо с Министерством обороны, это как служба в войсках ВДВ, спецназе, морской пехоте, это как и поступление в военное училище, либо в училище, скажем, МВД, ФСБ, УИН, кто-то идет в кадетское. То есть цель Союза десантников Калмыкии на сегодняшний момент, конечно, это создание той базы, которую мы уже практически в половину сделали, для военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Это основа. Это наша идеология, наше желание, так как получилось так, что в основе клубов стоят ребята либо спортсмены, все с педагогическим образованием. Каждый год десантников Калмыкии становится все больше. Как вы оцениваете их подготовку? Я уверен, что подготовка у каждого, несмотря на то, что сегодня госслужба, она идет очень отличная. Почему? Потому что сегодня воздушно-десантные войска, войска спецназа, морской пехоты оснащены очень хорошо. Идет полная боевая подготовка по всем направлениям. У нас идет тесная взаимосвязь. Вот Союзом десантников, как я говорил, да, была создана федерация одна, вторая, клубы спортивные. И основой мы сделали военный клуб, это клуб «Десантник» имени гвардии майора Санала Санчирова, наш земляк, комбат. 5 лет назад он погиб в Сирийской Арабской Республике при исполнении воинского долга. И уже в 2017 году мы создали клуб военный. Задача этого клуба, набор идет, во-первых, с 14 лет, идет полностью военная подготовка и конкретно к службе воздушно-десантным войскам. Прямой договор с 56-й отдельной десантно-штурмовой бригады, где служил Санал Санчиров. Те ребята, которые проходят по военкомату категории 1, занимались в нашем клубе, уже стабильно уходят служить именно 56-ю бригаду ДШБ. Например, 2 года назад в июне отправили 2 ребят, буквально через месяц звонят Чемир Николаевичу, Жангаеву, руководитель клуба офицеры, вот такая история, и говорят, собрали молодое пополнение, запустили их на 18 километров, марш-бросок, набирали двое воспитанников вашего клуба. Почему? Потому что за год и более той подготовки, которую они получают в клубе, во-первых, они имеют 3-й разряд парашютного спорта. Почему? Потому что в основу, по одной из программ все ребята, кто посещает клуб, мы их вывозим на территорию Ставропольского края, либо Ставрополь, либо Ессентуки, совершают не менее 3 прыжков с парашютом. Перед этим они проходят воздушно-десантную подготовку, они изучают парашют, парашютную систему, они учатся его собирать, и уже придя в армию, да, уже касаемо воздушно-десантной подготовки, это уже практически готовый боец. То есть ему не нужно что объяснять, он уже пришел с нашего клуба, который это умеет,
уже прыгал с парашютом, он уже не боится, у него уже нет страха, так как имеет 3-й разряд парашютного спорта. Если мы говорим о боевой подготовке срочников, так как они уходят на срочную службу, но с перспективой подписания контракта. То есть ребята, которые пришли к нам в 16-17 лет, они говорят, мы хотим служить в ВДВ, попасть туда, чтобы остаться там на контракт. Мы их берем, они проходят подготовку, и уже уйдя в войска, получаем такие как благодарственные звонки, вот Чембин Николаевич в конкретном случае, когда говорят, что действительно прислали ребят, за которых не стыдно, которые подготовлены физически, морально, и самое главное, у них есть знания, умения, навыки, которые требуются для прохождения службы ВДВ. Сейчас очень популярны стали прыжки с парашютом. Какие вы можете дать советы? Может, у вас есть какие-то секреты, как побороть свой страх? Ну да, действительно, прыжки с парашютом, скажем так, тот, кто однажды покорил небо, он захочет это сделать еще раз. Почему? Почему? Потому что надо это просто попробовать. Говоря о самих прыжках, как перебороть страх, это, наверное, дело каждого индивидуальное. В основе это все-таки спорт, в основе любого спорта идет подготовка. Это как идет моральная, психологическая и, конечно, профессиональная. Я бы посоветовал тем, кто хочет совершить прыжок с парашютом, прежде чем это сделать, хотя бы 2-3 месяца пройти подготовку. Подготовиться можно к прыжку и за неделю, как говорится, да? Приехал, подготовился, да, это физически. А морально-психологически настроиться человеку, чтобы, войдя в самолет, сделать прыжок в синеву, да? И чтобы, как говорится, в небе не потерять обладание духа, сознания. Лучше, конечно, сделать это заранее. Наверное, такой совет. Ачир, благодарю вас за интересную беседу. У вас есть возможность передать нашим телезрителям доброе утро и поздравить их с праздником. Все десантное братство поздравляю с Днем воздушно-десантных войск. Желаю крепкого здоровья, мирного неба над головой всем жителям республики, России и всего мира. Друзья, мы продолжаем выпуск «Утро Калмыкии». В Национальном музее имени Николая Николаевича Пальмова открылась выставка «О чем шумят ракушки» Волгодонского эколого-исторического музея, где представлены более 500 экспонатов из различных морей и океанов. Небольшой обзор выставки смотрите далее. Доброе утро, уважаемые телезрители! В Национальном музее Республики Калмыкия открылась новая выставка. Выставка называется «О чем шумят ракушки». Удивительная, экзотическая, познавательная и очень интересная выставка. Выставку нам любезно предоставили наши коллеги из Волгодонского эколого-исторического музея. На выставке экспонируется свыше 300 экспонатов. Это самые интересные, самые красочные ракушки. И не только ракушки. Здесь представлены губки, раковины, рыбы, даже морская змея. И очень много кораллов, очень красивых, удивительных, разной формы, разного окраса. Ну, одним словом, хочется рассказать о наиболее интересных экспонатах, ну вот тех, которые просто нас поразили, удивили своей необычным окрасом, своими размерами. Вот есть у нас раковина моллюска тридактны. Вы знаете, моллюск этот удивительный тем, что в размерах он достигает где-то 1,5–2 метра, а весом 250 килограммов. И ракушка эта, ее еще называют ракушкой-убийцей, потому что если в ракушку попадает, допустим, нога ныряльщика за жемчугом, и он не успеет выдернуть ее вовремя, то он погибает, это однозначно. Хватка ее мертвая. Конечно, это только один экспонат, это только
одна ракушка, а у нас вот есть еще ракушки и даже жемчужины, в которых в центре есть жемчужинка. Ну, мы знаем о том, что вот в эти перламутровые ракушки, когда попадает песчинка или любой другой микроскопический живой организм, постепенно и очень долго на нем откладывается перламутр и образуется жемчужина. Вообще ракушки, ну это моллюски, они довольно-таки мирные морские жители, но среди них есть много опасных. Но в частности есть такие ракушки-конусы, вот они здесь рядышком у нас. Это действительно, вот никто не подозревал о том, что они тоже являются ракушками-убийцами. Но и есть очень красивые, ну просто экзотика. Это, например, мурексы. Мурексы или гребень Венеры, богини Венера. Они напоминают скелет рыбы. Но на самом деле это моллюск. Выглядит тоже очень интересно. На выставке очень много других предметов, кроме раковин удивительных, моллюсков. Ну, например, губки. Это просто удивительное морское существо, которое издревле, с глубокой древности, использовали как емкости для воды. Причем вода здесь не нагревалась, вода не растекалась, очень хорошо сохранялась. Все это живые существа, и они питаются, они размножаются, хотя живут неподвижно, то есть живут на одном месте. Или кораллы. Кораллов у нас тоже очень много, и они разной формы, разного цвета. Ну просто, знаете, вот в виде веера, экзотических очертаний. Все это действительно вот для нас, неискушенных посетителей музея, это будет настоящий подарок. Кроме того, здесь у нас есть рыбы, а есть просто вот от рыбы пилы – пила, от рыбы меч – меч. Вот его тоже можно увидеть на нашей выставке. Это настоящая морская змея. Ну, не знаю, это, видимо, работа таксидермистов вот сделана. Причем это очень ядовитое морское животное. И поскольку у нее голова постоянно на поверхности, то человек, конечно, ее может всегда увидеть. Об этом вообще всегда можно помнить. Ядовитая очень. Ну, здесь у нас есть еще морские ежи. А вы знаете, вот я, когда готовила эту выставку, просто очень часто встречалось, что именно морские ежи являются кормом для многих моллюсков, ну, других морских обитателей. Есть у нас здесь и морские звезды. Ну, их достаточно много, они очень красивые, но, знаете, они очень коварные. Почему? Потому что они пищу переваривают не у себя внутри, в желудке, они, значит, свой желудок через рот выпускают наружу и внедряют в моллюска. И вот в моллюска они переваривают в его же раковине. И потом, когда моллюск уже весь переварится, они его высасывают. Вот, пожалуйста, вам питание. И даже к рыбам. Вот к рыбе она присасывается, морская звезда, то же самое. Запускает свой желудок и выделяет желудочный сок. И рыба, сама того не зная, еще плавая, но она уже переваривается. И вот таким образом морская звезда питается. Вообще здесь столько удивительного, столько интересного, что вот мы, люди взрослые, ну, которые много повидали, музейные работники с большим стажем, ну вот такая выставка у нас впервые. Поэтому мне очень хочется, чтобы как можно больше жителей нашего города, нашей республики ознакомились с выставкой, ну и, конечно, получили от этого удовольствие.
Друзья, всем доброе утро! В эфире «Утро Калмыкии», с вами Амулан Гурупшурова. Сегодня мое утро началось с компании с Тимиром Тимировым, начальником конюшни. Тимир, я знаю, что ты уже давно занимаешься лошадьми. Расскажи, пожалуйста, откуда такая любовь к ним? Ну, любовь вообще, в общем, ко всем животным. Ну, с детства как-то у нас всегда там дома кошки, собаки были. А так, ну, отец раньше животноводством занимался, к нему там приедешь на точку, на ферму. Там тоже лошади были. Ну, так вот потихоньку ездил, учился, и так получилось, что связал жизнь с лошадьми. Расскажи, когда ты стал осознанно заниматься лошадьми, организовывать какие-то походы, обучать местами людей даже? Ну вот контур-клуб у нас уже существует там уже около 6 лет. Я пришел сюда только вот год назад. Ну, не так давно, но за этот год там набрал очень много там знаний, когда человек хочет, желание, когда есть чем-то заниматься, то все быстро впитываешь. Тимир, я помню, что когда-то, где-то год назад мы писали подобное интервью, и какие изменения вот за этот год произошли? Может быть, новые приобретения, какие-то еще? Ну вот у нас поголовье прибавилось, чуть больше у нас лошадей, чем в прошлом году. Потом, что мы, ну вот зону отдыха для себя сделали, вот кибитку поставили, что там еще, ну, вот так, в принципе, таких изменений особо нету. Ну, люди прибавились у нас тоже. Вот у нас, кстати, начала работать чемпионка России по конной стрельбе из лука, Вайрта Джеева. Недавно у нас начала работать, он тоже профессионал своего дела. А какие породы есть в вашей конюшне? Породы, вот если назад посмотреть, у нас вот 3 породы, темненькие и серый. Карачаевская порода, их привезли мы в феврале этого года, ну, вот как раз вот перед сезоном. Ну, Рябчик — это у нас самый топовый конь, он и детей у нас возит, и новичков. Ну, все его любят, уже много кто про него знает, именно его просят часто. Ну, еще есть у нас рысаки, американский рысак, русский рысак, ну, в общем, много таких разных пород намешанных. А можешь сказать, чем они примерно отличаются? Не только ведь выносливостью, наверное. Ну, вот, например, если карачаевскую породу брать, это они отличаются от других лошадей. Ну, у них высокий интеллект, ну, выносливые, сильные, и также они неприхотливы в еде. Например, если брать там рысаков каких-нибудь там чистокровных, там, ну, или даже полукровных, они капризнее, например. А вот именно карачаевская порода, они неприхотливые, в общем, в уходе. А остальные? Ну, Рябчик, если конкретно Рябчика брать, тоже вот он смешанный полутяж он. Если в чем его отличие от остальных лошадей, ну, так как он полутяж, естественно, он может там, ну, возить, ну, к примеру, там, возить людей потяжелее, кто приходит к нам, бывает такое, что там за 100 килограмм, там, например, приходит кто-то, Рябчик у нас сразу идет в работу. А какая порода лошадей больше нравится тебе самому? Ну, мне в основном рысаки мне нравятся. Тимир, а можешь, пожалуйста, мне рассказать, как правильно садиться на коня и сделать небольшой круг вместе со мной? Конечно, можем, да. Только нужно заседлать. Как седлать коня? Первым делом надеваем мы уздечку. Это называется уздечка, с помощью которой мы можем лошадью управлять. Делать это таким образом. Узда сначала накидывается. И в правую руку берем сверху. И просовываем в рот. Накидываем и с этой стороны ремешок фиксируем. Так, затем накидываем, ну, как бы своеобразная подкладка под седло, чтобы там лошади не набило спину и все прочее. Называется это вальтрап в простонародье, потник, он из войлока состоит. Ну, у нас такие есть и другие, вот эти вот мягкие. А почему нельзя, допустим, сначала надеть седло, а потом вот уздечку? Ну, потому что когда коня седлаешь, там, ну, разные же кони бывают, некоторые есть какие неспокойные. Седло сначала наденешь, начнешь там затягивать там, или еще что-нибудь, конь может там начать брыкаться, там еще что-нибудь. А когда уздечка у тебя, ты уже можешь его раз
резко потянул к себе. Ну, как-то более он у тебя на контроле будет. Вот в таком плане. Рябчик спокойная лошадь, да? Рябчик, да. Ну, у нас вообще все кони спокойны. Неспокойно, конечно, есть, но на них мы стараемся ездить сами. Мгм. Да, вот так вот. Вальтрап у нас надевается на спину, немножко, чтобы заходило на лопатку. А седло ставим таким образом, чтобы он вот в эту выемку попадал. Вот. Видишь, немножко закинули, затем седло. Седло такое тяжелое, мне кажется. Ну, на самом деле не особо тяжелое. Вот это у нас ремень, который крепится. С помощью него седло крепится на коня. Это называется у нас подпруга. Мгм. У нас вот подпруга обычно вот сейчас вот все вот современные конники, лошадники, у них у всех на ремне, ну вот на таком вот, на бряжке. У нас же более по старинному методу и надежному у нас на кольцах, вот полукольца. Ну так легче затягивать седло, чем ремни тянуть. Все, так просовываем. Ой, там ее сдавливает, ничего? Ну а как по-другому никак. Ну и тоже, когда седлаем, мы сильно не затягиваем тоже. Вообще нужно, немножко затянул, где вот кожа, если собирается, поправил. Это чтобы делается для того, чтобы не натерло ничего, чтобы болячек не было. И потом, когда на коня сел, немножко проехал, у него живот опускается, и тогда он расслабляется подпруга. Тогда опять же, например, 1-2 километра проехал, слез, опять подтянул, и уже дальше можно ехать. Все, конь готов, можно садиться. Так, я так понимаю, я первая, да, сажусь? Ну да, поедешь на нем. А если он не будет слушаться меня? Как правильно садиться на коня? Правильно это нужно садиться на него спереди. Ну, все кочевники садились на него раньше, и сейчас все садились спереди. Спереди самое безопасное место. У лошади самое безопасное место — это спереди. Он никак не сможет там не легнуть тебя. Ну, не легнуть, не сможет тебя легнуть. Если же мы садимся сбоку, тоже в зависимости от коня, это у нас все спокойно, а бывают такие, что неспокойные кони. И если садимся сбоку, то он может ногой там легнуть или еще что-нибудь. Либо когда будешь садиться сбоку, он может вперед побежать, и, естественно, тебя утащит. А когда спереди мы садимся, даже если он вперед пойдет, он уже пойдет на тебя. Ну и как бы ты сможешь резко на него запрыгнуть. В первую очередь мы берем уздечку в руки и держимся за седло одной рукой. Мгм. Уздечку мы берем в руки для того, чтобы он не смог уйти вперед. Далее мы вставляем, вот у нас идет таким образом, стремя называется. Стремя называется, в них мы ставим свои ноги. Проворачиваем, чтобы когда мы сели, он был ровно у нас. Левую ногу вставляем. И здесь просто все одним движением. Одновременно подтягиваемся рукой, становимся на стремя и правой ногой отталкиваемся. Оттолкнулись, резко сели. Вот видишь, как раз она провернулась. Сяду. Ну и все. Ну и самое главное на коне, самое главное, это вот сидеть вот таким образом, чтобы ноги у тебя не уходили вперед слишком, потому что не будет опоры. Правильное положение ног — это на носочек, пятка вниз. И когда на седло садишься на будущее, если где-нибудь в другом регионе будешь, у тебя всегда должна привстать, у тебя расстояние между седлом и тазом должен быть кулак. Это для того, чтобы если конь в рысь перейдет, чтобы ты могла на нем облегчаться, привставать получается. И уздечку держим в таком положении, вот именно вот так вот. Некоторые вот так вот держат, неправильное положение, а вот так правильное. Хват решает. Таким хватом не сможешь остановить, а вот таким уже сможешь. Потяни его. Вот. Чтобы ногу поднять, она высоко.
носочек, пятку вниз. Ну, пристань на ноги. Может, пойдет. Сейчас на второго коня сяду. Ну, запомнил, как держать уздечку правильно, как ноги правильно держать, да? Смотри, чтобы коня влево повернуть, нам нужно левую сторону уздечки, вот левую одну сторону, на себя потянуть. На себя тянешь, влево поворачивать. Соответственно, правую сторону на себя тянешь, вправо поворачивать. Чтобы конь начал движение, нужно подбить ногами по животу. А она не сильно побежит? Не, сильно не побежит, он, команды они знают. Подбиваешь ногами, прям посильнее можешь, не бойся, ему не больно. Подбила, чмокнула, пошел вперед. Сейчас вместе все пойдем. Я сейчас не сильно кашляю. Да, чтобы коня остановить, А как остановить? уздечку тянем на себя, тррр, тррр. На себя тянем, говорим тррр. Обязательно? Ну, можно не говорить, конечно. Но самое главное, это когда тормозишь коня, ногами упираться в стремя. Тормозим, чтобы ты могла тормознуть его не только обеими руками, ну, если конь разгонится, сил не хватит, чтобы и спиной его тоже тянуть могла. Это нужно делать плавно тоже, раз на себя. Все, запомнила? Да. Все, тогда можно поворачивать влево. Я не сильно бью, конечно. В левую сторону можно повернуть, в левую. Еще поворачивай, не бойся. Смелее, смелее. Чуть-чуть грубее можно. Все, ногами подбивай. Пятку вниз. Ой, мамочки, вот так сильно бежит. Пятку вниз тяни. Нет, видишь, она у тебя вперед уже зашла. Тимир, а часто ли вас посещают туристы и какие впечатления у них складываются вот от конных прогулок? Ну, туристы нас посещают в основном вот апрель-май, прям такой хороший наплыв, особенно в этом году был. А так, круглый год туристы приезжают, там по одному, по два, там по 3 человека. Ну, то есть в этом году тоже, и зимой даже там по одному человеку бывало такое, что приезжали. Какие отзывы получаете от них? Ну, в основном всем все нравится. Да? Конечно. Тимир, а ваши лошади участвуют в скачках, каких-то мероприятиях? Может быть, даже в этом году успели поучаствовать где-то? Ну вот в этом году на 9 мая на нашем ипподроме участвовали в скачках. Ну, к сожалению, ничего занять не получилось, но все впереди у нас. Тимир, я еще знаю, что у вас ваши лошади используются для проведения иппотерапий. Да, ага, ногами подбей. Да, наши лошади используются для иппотерапии. Как раз вот конь, на котором ты сидишь, рябчик, вот как раз он у нас занимается с особенными детьми. У нас есть специальные приспособления для этого. И занятия проводит у нас Таня Ганжа. Она вот этому обучалась тоже. И по утрам, когда жары нет, тоже проводит. Ну, записи большие у нас уже наперед прописаны. Но я слышала, что многие родители, многие родственники положительно отзываются вот о таких именно терапиях. Ну да, вот родители и родственники тоже, да. Ну, родители, те, кто привозит детей, да, говорят, что в положительную сторону меняется. Ну, то есть помогает. Тимир, скажи, пожалуйста, а лошади часто болеют? Чем их лечите? Ну, вообще вот все вопросы про лошадей, если, например, задаешься вопросом, сравнивай с людьми. Все как у людей. Вот прямо абсолютно идентично. Также они могут под дождь попасть, ветер подул, они могут простыть, заболеть. Также у них бывают и такие же, как у нас, заболевания, там грипп, там даже коронавирусом даже может лошадь заболеть. А в этом году были такие случаи? Ну вот по миру еще таких случаев, по-моему, еще не было. Да, но, нет, один случай был. Не знаю только где, но слышал, что был такой случай. А так у лошадей все те же самые болезни, что и у нас у людей. Тимир, я знаю, у вас организовываются конные походы. Расскажи, пожалуйста, как они проходят, сколько участников бывает, какой маршрут? Ну, участников мы максимально, я думаю, сможем человек 10 посадить. Ну, это максимально, потому что, ну, и будет, ну, то есть сможем за 10 людьми уследить. Ну, проходит это, ходим мы в Сосновый Бор, ну, в основном одинокий тополь, но одинокий тополь редко, потому что, ну, расстояние все-таки большое. И вот в этом году у нас появился тоже новый маршрут, это в поселок Лала, Лала Ленд называется.
Там тоже вот красивые пейзажи. Но это в основном для туристов. Ну вот как раз вот завтра мы идем. У нас люди приезжают, туристы, завтра идем мы в поход. А сколько времени проходит такой проход? Были ли походы с ночевками, может быть? Ну вот в этом году вот в Ла-Ла-Ленде мы уже 2 раза ходили. Один раз в 2-дневный поход, один раз в 3-дневный поход. Если в пути, допустим, какая-нибудь из лошадей начинает хандрить, вот не хочет идти, что делаете в таких случаях? Ну как бы, если лошадь идти не хочет, его нужно, как бы, так сказать, ну, заставить пойти. Да, но если вдруг заболел там или еще что-нибудь, ну таких случаев пока не было, но у нас всегда есть машина сопровождения, то есть у нас сейчас в степи практически везде ловит связь, так что мы всегда на связи. Тимир, слушай, у меня еще такой вопрос. Вот ты сейчас держишь как будто бы палочку. Ну, я знаю, что раньше калмыки использовали кнут, это всем известно. А почему сейчас используется такая палочка и что она дает? Ну, это хлыстик, это как бы с помощью него подгоняешь коня. У нас есть и такие хлыстики, есть и маля, как называется по-нашему. Ну, то есть у нас и этим пользуемся, разницы нет. Хорошо, спасибо большое. Тимир, мы так классно покатались, спасибо тебе большое. Хотелось бы узнать, как ухаживать за данными животными, прихотливы ли они, допустим, в еде? Ну, все зависит от породы, во-первых. Если, например, чем больше кровей, чем он, ну, например, чистокровный или высококровный конь, то, естественно, он там капризный и по уходу, и в еде. Но у нас в основном такие кони, мы стараемся их подбирать, ну, чтобы они как менее прихотливы были и чтобы были как бы спокойны, ну, так как у нас все-таки прокат. Угу. А много ли требуется корма для лошадей? Ну, корма, ну, сейчас вот, ну, вот мы сено взяли, сейчас еще на зиму заготавливать будем, вот ждем, у нас через неделю нам примерно должны привезти большое количество. Тимир, у меня еще к тебе такой вопрос. Вот, допустим, сейчас калмыки держат в хозяйстве коров, баранов, допустим. Почему выбор пал именно на лошадей? Они вот ведь не несут там яйца, не дают молоко. Ну, молоко лошадь дают, только кобылицы дают. Ну да. У нас здесь все в основном мерины, ну и несколько там жеребцов есть. Ну а почему выбор пал? Ну мы как бы позиционируем себя, ну развиваем туризм вообще в Калмыкии, чтобы там каждый турист приезжал. Ну мне кажется, это грех приехать в Калмыкию и на лошади не покататься. Ну и как бы у нас еще такая, ну более глобальная, можно сказать так, задача, чтобы, ну хотим научить, чтобы каждый житель республики, каждый калмык, как говорится, чтобы умел на лошади сидеть, хотя бы знал, с какой стороны хотя бы подойти. Тимир, не каждый калмык знает, чем помимо сена, допустим, кормят лошадей. Что входит в рацион вот этих животных? Ну, в основном это сено идет, как, ну, подкормка, грубые корма, это овес, там, как мы кормим, овес, дробленый ячмень, там, ну, всякие такие подкормки, там, не знаю, отруби можно дать, там, кукурузы немножко. Ну, это если совсем, ну, обычно такое дается, когда лошадь немножко худеет, ты его грубыми кормами подкармливаешь, и он, ну, начинает, соответственно, набирать вес. Ну, также помимо того, что их нужно не просто там кормить, вычесывать, там, и, ну, нужно за ними еще и убирать. Это как бы самое... Тяжелое, да? Ну, не сказала бы, что самое тяжелое, но такое нудное занятие. Давай попробуем прямо сейчас. Давай попробуем. Так, а куда нам зайти? Сейчас выберет самое грязное место. Тоже, наверное, лопату надо. Ну вот здесь в уборке, конечно, лошадиного навоза ничего сложного нету. Мы стараемся, ну вообще нужно убирать каждый день, но мы стараемся это делать там раз в 2-3 дня, ну по мере, конечно, заполнения. Ну когда есть время, убираем и каждый день. Так что здесь... Давай я попробую. Держи. Нет, все. Если тут ничего сложного.
Ой, столько пыли, оказывается, наводится. Лето. Да. А вот ты один справляешься или есть родственники, там, друзья, которые приходят, помогают тебе? Ну, у нас вообще персонал есть здесь тоже. Ну, как персонал. Люди тоже здесь, которые работают. Как бы все вместе стараемся это все делать. Когда там, если совсем... Бывают такие моменты, когда там, ну, например, зимой там, или когда дожди, там бывают такие моменты, когда не успеваешь это все сделать, то зовем на помощь друзей, родственников. А вот как раз-таки есть, если туристы приходят, допустим, на конные походы, они желают как-то обучиться вот ухаживать за лошадьми, не только вот садиться в седло? Ну, понятно. Ну, желающих не так много. Ну, в основном местные, вот у нас сейчас, на данный момент у нас там 3 девочки есть, которые изъявили желание, ну, приходят, помогают, убирают и также, ну, седлают, поют коней также. Ну, в общем, помогают по хозяйству, и за это мы их учим на лошадях ездить. Ну, и вообще контакт с животным налаживать. Угу. Ну, сейчас мы убрали, можно сказать, какую-то часть загона. И, конечно, можно сказать то, что это так легко, там, помахал лопатой, убрал. На самом деле, я думаю, что это очень сложно. Наверное, Тимир подтвердит мои слова. Тут не один загон, во-первых. Во-вторых, это все нужно делать ежедневно. Когда-то там, иногда делают рано на рассвете, да, наверняка. Иногда вечером, когда ты уже совсем уставший. Я думаю, не каждый осилит это. Ну, сейчас в жаркую погоду стараемся с утра, конечно, это все сделать, до жары. А так бывает такое, что и в жару убираем. Угу. Потом это все закидываете и вывозите. Да, вот так зачерпываем. Раз лопату зачерпал, закинул. Ну, сейчас хорошо, погода сухая, и поэтому высыхает быстро, и поэтому легкая она такое получается. Не то, что там зимой или осенью, когда долго сохнет, да, и кал такой с водой получается, и поэтому тяжелее убирать его. Ничего сложного нет. По чуть-чуть. Ну вот уход за животными. Все разбросала. По твоему мнению, это мужская работа или все-таки женщины тоже могут приглядывать? Да, женщины, конечно, тоже могут приглядывать. Если брать конкретно лошадей, вот я в интернете также, ну, много смотрю, где там на России есть конюшни, вот там в основном работают девочки. Что инструктора, там, кто обучает, что вот так вот в конюшне тоже управляются. В основном девочки. Ну, даже вот у нас на ипподроме есть, где детская спортивная школа, где обучают. Там тоже в основном ходят девочки. Хорошо, поняла. Сейчас по чайной ложке. Тимир, спасибо тебе большое. Я думаю, мы отлично провели время за то, что провел небольшую экскурсию, познакомил с лошадьми. Сейчас у тебя есть возможность пожелать всем нашим телезрителям доброго утра. Ну, всем телезрителям желаю доброго утра, хорошего настроения и любите животных. Друзья, мы продолжаем утренний эфир национального телевидения Калмыкии. Время информационного блока. Смотрите прямо сейчас. На территории 23-й Листинской школы начались работы по переустройству школьного стадиона. Силами подрядной организации зачищена площадка для дальнейшего грунтового выравнивания будущего объекта. Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа осуществляется в рамках проекта «Спорт. Норма жизни». На федеральные средства стадион школы будет оборудован футбольным полем с искусственным покрытием, баскетбольной и волейбольной площадками, беговыми дорожками, полосой препятствий и спортивными тренажерами. Ну а расходы на подготовительные
Подготовительные работы легли на плечи местной администрации. На подготовку территорий из муниципалитета выделено 10 миллионов рублей. По поручению главы администрации Элисты Дмитрия Трапезникова по периметру школы установят новое металлическое ограждение, а также установят пандусы. Кроме того, для комфорта во время занятий массовым спортом в темное время суток на территории комплекса появится уличное освещение. Для северо-западного района столицы это будет первый спортивный объект в шаговой доступности. С этой целью как раз-таки была выбрана данная территория, потому что именно данная часть города, она не охвачена современной спортивной инфраструктурой. А в совокупности того, что здесь достаточно большая плотность населения, это очень жизненно необходимо было как для нашего подрастающего поколения, так для, в принципе, жителей данного района. Мы учли недостатки стадионов, которые сейчас уже имеются. Это стадион Восточный, стадион на 21-й школе. То есть все жители, которые посещают в вечернее время, жалуются на то, что нет освещения. Здесь же мы проведем электрификацию, и будет стадион с освещением, светодиодным освещением. Продолжается строительство детского сада на 30 мест по улице Физкультурная в селе Троицкое. Проектом предусмотрено строительство одноэтажного здания на 2 группы. Кладка кирпичных стен практически полностью закончена. Идет кладка дымоходов и вентиляционных каналов. Одновременно наносится штукатурка на стены и попутно трамбуется основание под полы. Все работы идут согласно графику. В Калмыкии на сегодняшний день функционирует 180 подразделений добровольной пожарной охраны, а это почти 1200 человек. Дружинники выступают главными помощниками огнеборцев, которые нередко первыми приходят на выручку жителям удаленных сел и справляются со стихией. Добровольцы помогают профессиональной команде спасателей соблюдать пожарную безопасность и принимают активное участие в ликвидации источников огня. Как и специальные пожарные бригады, они проходят инструктаж, слушают лекции и участвуют в учениях. Арслан Борисович, добрый день. 9-я пожарная часть, диспетчер Савченко. Примите вызов. На территории поселка Октябрьский агрофирма «Уралан» произошло возгорание травы и мусора. Выезжайте. По прибытию на место вызова доложите обстановку. На первый взгляд, добровольная пожарная команда внешне ничем не отличается от сотрудников МЧС. Та же форма, та же спецтехника, те же задачи. Ближайшая пожарная часть находится в часе езды. В поселке Октябрьский Приютинского района пожарную безопасность обеспечивает Арслан Кмаджиков и его дружина. 10 человек вызвались охранять поселок и прилегающую территорию. Дежурят по 3. В арсенале 1 пожарный расчет, оснащенный всем оборудованием. В случае возгорания именно волонтеры окажутся первыми на происшествии. Основной нашей задачей является своевременное реагирование и недопущение развития пожара. В нашем районе мы приезжаем первыми. Если видим, что справимся сами, даем отбой подразделениям ФПС. Ну а если нам не под силу, стараемся его сдержать. Основное количество выездов приходится на летний период, на заграни сухой растительности. Здесь, как и в других районах, находится одно подразделение Федеральной противопожарной службы. По словам замначальника районного подразделения МЧС Владимира Сагданова, обеспечить безопасность задача непростая. Потому создание пожарной команды добровольцев – неотъемлемая часть пожарно-спасательного гарнизона. Добровольцы непосредственно оказывают помощь в тушении пожаров, также больших площадей, помогают снизить материальный ущерб и предотвратить гибель людей на пожаре. Зачастую в летний период происходит одновременно несколько пожаров. Тогда силы добровольцев особо актуальны в борьбе с огненной стихией. Кроме того, добровольцы принимают активное участие не только в тушении пожаров, но и в профилактике, совместных тренировках, но и в других общегарнизонных мероприятиях. По итогам учений руководство республиканского МЧС отметило подготовку команды добровольцев. Однако есть недочеты, над которыми необходимо будет поработать. Также начальник управления организации пожаротушения Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия Руслан Кейков сообщил, что с начала этого года в Калмыкии произошло 544 пожара. Из них в тушении 122 приняли участие добровольцы. Самостоятельно дружинники потушили 8 пожаров, спасен 1 человек. Анализ потушенных пожаров на территории республики показал, что силы и средства добровольцев, задействованных на их тушение, показывают свою эффективность. В связи с чем на территории республики Калмыкия наблюдается у нас тенденция развития сил добровольной пожарной охраны. Во многих районах республики, где население столкнулось с ландшафтными пожарами, проводится работа по перепрофилированию подразделений ДПО в разряд добровольных пожарных команд. В качестве поддержки личного состава подразделений ДПО пожарной охраны и расширения перечня предоставляемых льгот
и защиты личного состава данных подразделений Главным управлением были предложены дополнительные гарантии, которые положительно были рассмотрены правительством Республики Калмыкия. Так, например, волонтеры могут получить консультации по вопросам получения субсидий из республиканского бюджета в рамках поддержки сельхозтоваропроизводителей. Их детей в первоочередном порядке принимают в образовательные учреждения. Также предусмотрены и иные виды льгот и компенсаций. Чингис Тихонов, Анатолий Коженбаев. Информационная программа День Республики. Приютнинский район. Юные артисты Калмыкии заняли призовые места в международном онлайн-фестивале «Серебряная ласточка». Участвовало около 200 человек из Монголии, России, США, Камбоджи, Индонезии, Афганистана и Белоруссии. Из 30 участников из России во второй тур прошли всего 8 человек, среди которых 3 ребят из Калмыкии. Республиканский дом народного творчества представил на конкурс видеоролики в 3 номинациях. В финале все ребята заняли призовые места. У Артема Мулаева 1 место в направлении сольное пение. 3 место у Санала Мукаева и Равдана Андреева. Он воспитанник детского ансамбля «Гирел» имени Эмбы Манджиева. Равдан исполнил калмыцкий танец «Семердык». Друзья, наш выпуск подошел к концу, и по традиции расскажем, что же советуют астрологи в этот день. Сегодня 2 августа, 23-й лунный день, довольно противоречивый период. Предположительно связан с травлей, гонениями и преследованиями. Возможна ревность и зависть со стороны партнеров. Лучше проявить осторожность и не начинать новых дел. С вами была я, Валерия Абуваева. Желаю всем продуктивной рабочей недели. Пока-пока.